Диспансеризация населения Сухумского района проходит на базе Центральной республиканской больницы. С 14 по 27 мая специалисты из учреждений Медико-биологического агентства России проводят бесплатное обследование жителей района. Сводный медицинский отряд представлен из маммографического и рентгенологического комплексов, а также передвижной лаборатории. Жителей Сухумского района, желающих проверить свое здоровье, оказалось немало. Я и лежал у Бакулева, в Москве лежал. Знаю что-то, но проверить сейчас, что к чему, какие изменения. Я вообще за 39 лет первый раз прохожу. Мне до этого нормально себя чувствовал, все, не жаловался. А сейчас что-то решил пройти, надо, думаю. Я сам решил обследовать, для профилактики пройти. Мало ли что, эндокринолог, терапевт прошел. Сейчас хочу рентген-снимок сделать. Внутри республиканской поликлиники также выстроилась большая очередь. Здесь ведут прием врачи разных профилей – хирурги, эндокринологи, урологи, гинекологи, терапевты и офтальмологи. Заболевания разные, и патология хрусталика, глаукома, патология сетчатки. Пациентов принял уже 45 человек. Это за сегодня только. На диспансеризацию в основном приходит взрослое население, преимущественно людям, которым больше 50 лет. Среди данной категории граждан самые частые заболевания – сердечно-сосудистые, неврологические, эндокринологические, а также болезни суставов. Артрозы, артриты – это самое частое заболевание. Таких неотложных состояний нет, но в основном хронические заболевания суставов. Травмы суставов, сосудистые, атеросклероз нижних конечностей, эндоартерииты. Ну и фиброзокистозная мастопатия у женщин. Когда нужно использовать высокотехнологические операции, направляются в Москву, в центр Бурназяна. Остальное у вас тут прекрасная база, клиника хирургические, на вашей базе оперируются и лечатся. Кроме того, с 15 по 17 мая Министерство здравоохранения Абхазии и Центр СПИД на базе республиканского кожвендиспансера проводят акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты Б и С, ВИЧ и различные венерические инфекции. С 10 часов утра до 2 часов дня все желающие могут пройти обследование в мобильной лаборатории во дворе республиканской больницы. Нам вчера в школу пришли, сказали, позвонили, что сказали, надо сдавать детям все. Ну и мы тоже решили прийти сами, тоже сдать анализ. Интересно, так как первый раз, вот все, не знаю. Вот пришли, сдали, стоим в очереди, ждем. Мы тоже из школы пришли, 3 детей брала я, пришла анализы сдать, все нормально, все хорошо. Ждем, еще один имею анализ сдавать. Я спонтанно сюда попал, к больному пришел, вижу сдавать. Решил сдать. Подстраховаться. Обследование людей проходит анонимно и конфиденциально. Ответы анализов выдают в течение получаса. А в случае их положительных результатов человеку рекомендуют пройти до обследования в республиканском кожвендиспансере. Бесплатная экспресс-диагностика продлится 3 дня. Аля Катрапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.